Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости канала, хочу попросить вас не забывать подписываться. Когда подписываетесь, пожалуйста, нажимайте на колокольчик, и пусть он станет серого цвета. Огромное вам спасибо заранее. Также хочу поблагодарить всех тех, кто пишет хорошие, добрые комментарии. Мои милые, огромное вам спасибо за то, что поддерживаете, за то, что делитесь своим впечатлением. Спасибо. Жду с нетерпением, всегда с большим удовольствием читаю. И, конечно же, те, кто делает донаты моему каналу. Мои дорогие, когда делайте донаты, пожалуйста, пишите ваши имена и тех, кого любите. Я буду заказывать за вас молебны и, конечно же, просить за вас, за вашу семью. Огромное вам спасибо, земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Что новенькое стучит в вашу дверь? Если тема вам интересна, хотите узнать, что новенькое и свеженькое уже у вас на пороге, пожалуйста, загадывайте на себя. Посмотрите на песочек, назовите свое имя и задайте вопрос, что новенькое уже стучит в мою дверь. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что же такое новенькое стучит в вашу дверь. Что новенькое стучит в вашу дверь. Так. Давно мы таких знаков не видели, да, мои дорогие? Всем видно, да? Ну, давайте, не буду делать спойлер, по порядку пойдем. Хороший песок, очень необычный песок. Что новенькое? Ну, новенькое – это то, чего вы совсем не ждете. Вот в чем разочаровались, либо на что вы уже, ну, как говорят, да, в народе просто забили, да, и кажется, что ну нет его и не надо, и не хочу, да? А оно уже стучит. Послушайте, стучит в вашу дверь ваш мужчина, именно ваш судьбоносный, вам по судьбе данный, ваша половиночка, ваша там кровинушка. Вот он идет к вам и начинает громко стучать в вашу дверь. И этот человек, у многих отыграется ваш мужчина, с кем вы уже были либо в браке, либо в отношениях, с кем вас судьба развела и теперь назад сводит. А вы уже, ну вот в душе, в чувствах, в мыслях с этим человеком простились, сказали, ну иди своей дорогой, да, ну не случилось, не срослось, ну вот значит так, иди. Все, забыла, забила и живу своей жизнью. А нет, а он возвращается, а потому что он ваш кармический, а потому что вы еще не все с ним прошли. И жизнь ваша с этим человеком лишь только начинается. То, что было раньше, ну считайте, что это была тренировка, да, тренировка, либо как это, вот кино, да, там неудачный дубль был. Вот теперь вы будете жить по-настоящему. Он полон уверенности, что вот трава не расти, жить буду у нее на коврике, но я ее добьюсь. Я к ней назад не я назад к ней вернусь, и вот в ту жизнь, в которой я там где-то ходил, блудил, гулял, по кроватям, по чужим домам прыгал, туда я больше не вернусь. Потому что ваш человек, ну, действительно, у него, видите, вот попа аж дымится, да, получил такого пинка он от жизни, так его жизнь, знаете, вот как помытарила, да, что человек сказал, что все, был дурак, каюсь, простите, был не в себе, да, все осознал, все понял, а вы его вообще не узнаете. Знаете, у него даже глаза другие станут, более какие-то умненькие, что ли, да, более какие-то наполненные, вроде как бы внешне ваш, а по разговору, по взгляду совершенно другой человек, да, перед вами. В общем, будет еще вас удивлять, будете вы его еще узнавать. Человек, конечно, он всех своих качеств не растерял, те, которые у него были. Вот в плане, там, может быть, где-то он такой, знаете, с хитрецой,
с линцой. Но это осталось. Тут, понимаете, это очень сложно вытравляется. И, ну, это любимые качества, да, всех мужчин. Это, конечно, осталось. Но это его шарм, да, это его особенность, это его шарм. Он так ловко умеет выкрутить ситуацию, что вы иногда думаете: господи, да зачем мне этот цирк, да, зачем мне все там эти фокусники-менталисты. У меня свой такой фокусник. Он когда так изощренно там как-то вот выкручивается, привирает, вы же просто наслаждаетесь, да, это же настоящее искусство, как он это делает. В общем, возвращается к вам ваш милый, будете с ним опять мириться, будете с ним опять жить, встречаться, любиться, еще и детей растить, рожать. Тут еще вам вся жизнь впереди с этим человеком. Возвращенец. Наблудил, нагулял, настрадался. Я честно говорю, он настрадался. У него, может быть, даже попервой какие-то будут панические атаки, может быть, даже сон беспокойный, может, там кошмары сниться будут. Что вот, знаете, вот прям самое страшное, что он опять в той своей какой-то разгульной жизни возвращается. Меняться будет, ради вас будет меняться. 100% полностью не поменяется, но вам и не надо этого, да? Вам главное, чтобы он более послушный стал и не, знаете, как вы ему доверять могли, а вы станете ему доверять. Он вам докажет, делом докажет, что ему можно доверять. Так, у других же девочек, вот смотрите, мужчина наконец-таки прорывается к вам, прорывается. Почему прорывается? Может быть, вы его знаете, может быть, вы с ним общаетесь, но не дает судьба вам сойтись, сблизиться, не дает. А вот он раз и прорыв этот сделает, потому что это не ваша вина, опять же таки, это его вина. Это он где-то там не доделывал, да, вроде как все делает, и последний вот момент, где нужно упор приложить, он не делал. А теперь до него дошло, теперь он понял как, и он к вам прорвется. Ждите мужчину. Мужчина, который вот идет, чтобы вас, может быть, к себе забрать, да. Например, он живет там где-нибудь в какой-нибудь там стране заморской, да, и говорит: все, вот как хочешь, я тебя украду, заберу, вместе уезжаем, я больше без тебя не смогу. Вдруг опять там где что там закроют, перекроют, и как я буду жить, зачем нам все это надо? Пора принимать решение, давай, поезжай со мной, либо скажет: все, я приехал, теперь я ваш навеки, с тобой буду здесь жить, и не выгонишь меня, да, я больше с тобой никогда не расстанусь. У многих девочек неожиданно вот идет признание в любви от человека молодого, человека, который моложе, чем вы, причем, ну так, знаете, 5-10 лет. Такая вот разница. Для вас это будет, конечно, шокирующий момент. Хотя многие из вас подозревали, что очень симпатично этому человеку. Он так, знаете, нерешительно в вашу сторону поглядывал, да, вы его чувствовали, что что-то не так, но даже предположить не могли, что он так сильно вас любит. Придет молодой человек с цветами, с колечками, с подарками, с конфетками, да, с чем там полагается, и скажет: дорогая Маша, я тебя люблю. Вот что хочешь со мной делай. Не уйду я от тебя. Я тебя люблю, я тебя в жены хочу, я хочу с тобой жить. Если кто там что про возраст скажет, либо про какое-то другое дело, посылай всех, посылай. Я кроме тебя никого не вижу. Если без тебя я просто погибну. Ты мой свет, ты мое дыхание, ты мой кислород. Вот такой момент. А вы раз такая и опешите, а что делать? С одной стороны, как-то не камильфо, да, с мужчиной молодым, да, у нас же как принято в наших там постсоветских странах, что там, значит, старому мужику можно с девчоночкой, там, да, 18-летней, а, значит, женщине нельзя, что типа там стыдно и прочее, прочее. Ну, значит, никого не слушайте, потому что вам тоже счастья захочется. Вы ведь тоже живая, вы ж не из железа сделанная. Вам захочется счастья, и будете с ним жить, и примите его. И примите его предложение, и будете встречаться, и жить. И да, конечно, будут кривиться, и будут там шептаться, и пальцами могут даже тыкать. Но вот вы, знаете, как посмотрите, что на вас пальцем тыкают, и там что плохое говорят, и тут же посмотрите на своего мужчину, увидите его вот такой твердый взгляд любящий, и скажете: да. Да идите вы все лесом. Вот так вот вы скажете этим окружающим и будете наслаждаться своей жизнью и своей любовью. Прекрасные отношения вот в зрелом особенно возрасте для девочек отыграются, как, знаете, прям самое оно. Если, может, и замуж вы за этого человека не пойдете, потому что все-таки мы смотрим на ближайшее, да, на свежее, что будет происходить, но то, что будет безумная страсть, безумный роман,
кто там с климаксом, без климакса, вообще не важно. Тут вообще дело не в том, не в физиологии, да. У вас душа к человеку гореть будет, понимаете? И если душа горит, то уже там никакие другие вещи остановить этого не могут. То есть прекрасные, яркие отношения вас ждут. Так, еще, мои дорогие, на работе. На работе будет какой-то, ну, честно говорю, подвох, да, подвох. Будет, может быть, два предложения, может быть, две ситуации. Либо вас к чему-то будут склонять. Один человек к одному, другой к другому. Здесь однозначно не надо резко реагировать, а нужно, наоборот, побольше разузнать. Разузнать надо, потому что здесь явно кто-то хотел бы вас обмануть, либо на вас нагреться. Один человек, значит, нормальное что-то предлагает по душе, по сердцу, по справедливости, а второй не очень. Причем знаете как? Или это все-таки два предложения будет? Или у вас, смотрите, как может быть две возможности, да? Вот вам предлагают новую работу и говорят, ну вот новая работа, похожая на то, что ты, например, делала, либо совершенно не похожая. Там, допустим, да, должность такая же, либо на таком же уровне. И тут ваше начальство пронюхало, что кто-то вам что-то предложил и говорит, ой, а мы тебя на повышение отправим, да? То есть ты станешь там, не знаю, там, помощником мастера, либо мастером, либо главой там отдела, да, департамента. И вроде как бы замануха идет, да, что типа у меня повышение, я же теперь там выбиваюсь, да, в руководящую должность. А по факту окажется, что там, ну, номинальная эта должность, да, вы будете выполнять свою же работу, плюс на вас еще там накинут 50% чужой работы. То есть вы там ничего не выигрываете, только вот, как скажем так, горделивое имя, что там с приставочкой, что начальник. Да? Вот такой момент. Здесь очень нужно хорошо подумать, потому что, ну, прям какой-то жук, хитрый жук пытается вас обмануть и пытается вам навязать какую-то, ну, должность, либо работу. Вот не желает вас потерять, но и не желает паразит такой платить, понимаете? Вот прям идет какой-то вот жаднючий человек. И будьте аккуратны. Вот не попадитесь на эту удочку, потому что будете очень много работать, очень уставать будете. А по деньгам, ну, вы вообще этого не почувствуете. А вот по усталости и по тому, что ваше время личное будет ограничено, вот это вы почувствуете. Вот это да. Вот тут потом уже, знаете, как никуда и не денешься. И будете тащить эту лямочку, пока не надорветесь, не дай бог. Да? Поэтому лучше, может быть, и отказаться от такого предложения. Вообще лучше ничего не менять, чем попасть вот в эту ситуацию. Вам так прям предупреждение идет. Дальше, следующий момент. Ну, тут больше мужчин касается. Либо мужчина, кто смотрит меня, либо женщина, у кого мужчина такой. Мужчина, значит, очень доверчивый и бизнес, что ли, хочет делать. Либо делает бизнес. И вроде как получается неплохо. Либо на правильном пути человек. Но там, понимаете, вот чего-то не хватает. Не хватает каких-то знаний, может быть знаний в юриспруденции, может быть там в налогах, может в чем-то не хватает знаний. И вот мужчина вроде как все правильно делая, может нарваться на какие-то неприятности. И встретит он, значит, жуликов, которые аферистов, да, которые скажут, ну ты нам заплатишь, мы там все порешаем. Он раз заплатит, ничего нету. А придет к ним, они скажут, ну ты мало заплатил, добавь еще. И начнется какая-то вот катавасия в этом плане. И если вы этот мужчина, либо если вы замужем с таким человеком, либо это ваш сын, может быть, советуйте сразу обращаться к профессиональному, например, там, бухгалтеру, либо юристу, к проверенным людям. Не тем, кто копытом в грудь себя бьет и говорит, да, я то могу, я это знаю, а именно к хорошим проверенным специалистам. Это очень важно. Дальше, и свежего. И свежего здесь какой-то идет возврат. Возврат какой-то, ну, то ли долг возвращают, то ли вещь, которую вы потеряли, либо когда-то кому-то отдали, вам что-то возвращается. Может быть, за ваше добро вам что-то возвращается. Будет очень приятно, очень как-то, знаете, неожиданно тепло вам станет, когда вам человек придет, там, скажет, что прости, я там задержал, да, вот тебе твоя вещь, и плюс там подарочек, там какие-нибудь конфеты вкусные, либо что-нибудь такое вкусненькое, да, вам даст подарочек какой-то, скомпенсирует. Либо человек, вы там и забыли, что вы кому-то когда-то что давали, человек появляется и возвращает вам долг, еще и плюс с какой-то надбавкой, и говорит, вот мне так стыдно, так неудобно, столько вот времени прошло, я понимаю, что там виновата была, вот я тебе скомпенсирую. И
и вам хорошо, и этот человек себя чувствует свободно. То есть очень приятно идет какая-то ситуация. Дальше идет ситуация встречи, какой-то неожиданной встреча с человеком, с кем вы, ну, скажем так, либо работали вместе, либо общались когда-то, либо, может быть, соседствовали, коллегами были, да. Вот человек, который безумно будет рад тому, что вас встретил. Расскажет, что так долго вас искал, либо искала, что хотел бы общаться. Может быть, там еще какие-то истории интересные. Очень душевно идет разговор, какая-то душевная посиделочка у вас с этим человеком приключится. Дальше, мои милые, куда-то вы пойдете душой отдохнете. Это может быть спа, это может быть какой-то парк, может быть какое-то место. Но вы идете и там отдыхаете, релаксируете, расслабляетесь. Я не могу понять, что. Но у вас после этого посещения этого места, ну, если можно так сказать, да, у вас как будто бы, ну, душа, да, в полете. Вот прям самое оно, то, чего так сильно не хватало, и радость жизни у вас появляется. Дальше вы будете почему-то очень много каких-то приглашений получать. Вам будут писать, звонить, приходить к вам, и все вас куда-то будут звать. Иди к нам, приходи к нам, пойдем туда. Вот очень много приглашений вы как-то в один момент, либо в какой-то один период времени получите. Вот прям в двери ваши летят птички. Так, еще здесь радость от покупок, либо от приобретений. Что-то вы так наберете полные сумки, да, полные сумки, и вот прям налегке пойдете. Вам даже и не тяжело будет то, что вы несете, потому что вот прям какие-то приятные покупки вы будете совершать, и давно у вас такого хорошего настроения-то не было, да, когда вы с таким большим удовольствием тратите свои кровные денежки. Ну и по поводу денежек у вас ждет какая-то вот прям прибыль. Прибыль, денежка ждет, либо на работе экстра получите, да, там 13-я зарплата, либо, как она там, премия называется, да, может быть, какие-то бонусы, профиты за год. Может быть, любимый человек принесет вам денежку, порадует. А здесь явно у вас в кошельке достаточно много денежек, и вы этому рады. И вы их как бы не ждали, но понимаете, очень приятно, да, когда особенно не ждешь, и вам такая денежка хорошая идет. Очень хорошее время, мои милые, очень хорошее. Свежие перемены вам идут, такие вот прям добрые, душевные и приятные. Единственное, что остерегайтесь вот мошенников, обманщиков и подлецов, потому что вот прям хотят вот вас немножечко как-то, ну, обмануть, что ли, да. Использовать, может быть. Остерегайтесь этого момента. В целом, мне ваш песочек очень понравился. Мне очень нравится, что вы, видите, вы управляете своей жизнью. Вы поймете, что вы хозяйка, либо хозяин своей жизни, что вы управляете всеми процессами. И также, кто у меня в паре, в браке, в отношениях, ждите романтики со стороны вашего любимого человека. Будет проявляться очень нежно, очень романтично. Более того, скажу, что-то вот прям будет стараться для вас сделать, чтобы вы вот прям поулыбались, порадовались, понаслаждались жизнью. В общем, интересненько будет. Мои милые, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.